Дорогие друзья, мы находимся с вами на участке научного сотрудника Института биологии Иннокентия Аполлоныча Федорова. И он согласился рассказать и показать те растения, которые очень важны для озеленения нашего города. Научная школа нашего региона очень богата своим опытом, теоретическими познаниями, но и практическими, естественно, как раз вот в области озеленения нашего прекрасного города Якутска. Как вы заметили, наш город не так силен вот в этой части. Многие горожане очень много высказываются в плане того, что у нас нет очень таких вот зеленых зон в достаточном количестве, где можно прийти, просто отдохнуть, передохнуть, погулять с детьми. И вот эту проблему, проблему озеленения как раз-таки частично решает с научной точки зрения Институт биологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Но как вы считаете, как у нас с озеленением в нашем Якутске? Достаточно ли делается для того, чтобы наш город был зеленым таким вот городом? Ну, скажу сразу, да, что город мог бы быть гораздо лучше, да. Озеленение, более-менее такое планомерное озеленение проводится с 50-х годов, когда начал работать наш Институт биологических проблем. И в 1962 году к этому процессу присоединился Якутский ботанический сад, который состоит при институте в качестве лаборатории. За годы работы был подобран такой ассортимент растений, которые хорошо растут и были бы применимы в наших суровых условиях. Какие ошибки в озеленении города? Во-первых, это недостаточный плодородный слой, который создается. Я наблюдаю, что в лучшем случае это 20 сантиметров. А для хорошего роста и развития растений необходимо 40-50 сантиметров. Бордюры у нас низкие, и, естественно, насыпается земли, создается плодородный слой, недостаточный, тонкий плодородный слой. Это первое, да? И второе, отсутствует такая единая система стока. Почвы в долине Туймада засоленные, суглинистые почвы, поэтому сток очень важен. И в-третьих, это неправильный подбор растений, видов, которые применяются в массовом озеленении. До сих пор господствует ива, и притом та ива, которая самая неприглядная, ива прутовидная, которая вот растет ближе к реке, на островах. Она зимой смотрится безобразно, скажем прямо. И хорошо то, что последние годы вот начали выращивать березу, нашу березу, береза плосколистная. Вот она более-менее стала украшать город. Кое-где местами есть посадки акации, и вот рябины и других культур, бузины и елей, там, сосны. И Но они, правда, действительно гораздо симпатичнее смотрятся, чем эти ивы, да? да. А с Поэтому точки зрения поглощаемости, скажем так, вот этих вот, ну, каких-то выхлопов тех же от автомобилей, наиболее такие растения, какие такие вот вот полезные? за годы изучения специалисты, растениеводы ботанического сада пришли к выводу, что самым главным растением должна явиться акация желтая. Вот Для растение. нашего Вот саженцы Якутска. 4-5 лет, 4-5 лет, они уже достигли роста человека и даже выше. Дорогие друзья, А, вот у нашего героя прямо на своей даче, на собственной, разбита такая вот плантация с этими акациями. Оказывается, акации, ну вот как говорит наука, только что мы услышали, что это наиболее такой действительно подходящий вид растения, который можно массово высаживать на улицах, ну скажем так, наших, ну в общем, на наших улицах, да?
нашего Вот города? акация желтая, да, она Мгм. быстро растущая культура. В прошлом году вот это вот они посеял только в прошлом году. Они в этом году уже достигли метрового роста. Ну, в условиях города, конечно, будет не так, они будут поменьше, но все-таки то, что они вырастают за год на метр, это очень много. С точки зрения любого садовода-огородника, кстати говоря, садоводы свои участки также могут засадить вот этой акацией, да? Да, А какой состав почвы должен быть и каков уход? ну такой универсальный состав почвы, применимый для лиственных растений, то есть для растений, которые имеют листья. Кроме рябины, рябинокизильника и некоторых других, да, это такой стандартный состав: 30% речной песок, до 30% перегной. Перегной — это перепревший навоз в течение 3 лет, 4 лет. И все остальное вот черная растительная земля, чернозем. Вот идеальный почвенный состав почвы. Каков уход должен быть за нашими растениями, за нашими посадками? Вот это уже как бы подростки, да, у нас кустики? Во-первых, это вопрос сорняков. Да, это Ага. В больной вопрос. завозимой земле, в перегной наличествуют семена, там корневые остатки, из которых сорные растения вырастают. Поэтому почвенный состав создается на предполагаемом месте, и в течение года надо бороться с сорняками, обрабатывая эту почву, обрабатывая культиваторами минимум 3 раза. Тогда только, 3 раза за какой тогда срок? только, вот посмотрите мою землю, она чистая, Чистенько. практически чистая от 3 сорняков. раза это в неделю или как? Какой срок? Вот? Три раза в год надо обработать, она должна, почвосмесь должна отлежаться и обрабатываться в течение 1 года. Из-за этого минимум 3 раза надо обработать культиватором. Культиватором обрабатываем для того, чтобы удалить сорные растения. То И есть вот после вы этого свою только плантацию, уже на извините, черную землю без сорняков высаживаем Мгм. растения. И они тогда будут расти без конкуренции со стороны пырия, в первую очередь. Пырей ползучий, да? Это бич наших садов, огородов, вот этих городских насаждений. Пырей удаляется, и растения быстро набирают силу. Потом они, уже достигнув метра, 1,5 метра, уже не сдаются пырию. А что делается у нас? У нас завозится почва, немедленно высаживаются растения. И сорняки, и пырей в том числе, вырастают вместе с растениями и не дают им расти. Они отбирают у них свет, воду, питание. питание, Ага. самое И, главное. естественно, у нас посадки растут очень медленно. То есть получается, перед тем, как посадить, вот мы решили посадить, допустим, акацию, нужно 3 года культивировать, Нет, 1 год. 1 год только. Ага. 3 раза, в общем, перепахать Засыпать в всю партеры землю. землю Так. и 1 год готовить его просто как к посадкам. Мгм. Очищать от сорняков. А сорняки прорастают, они, идут дожди. То есть и вручную можно можно, даже и поливать, механически. провоцировать их прорастать. И культиватором обрабатывать Так. для минимизации сорняков. Мгм. А потом, вот, допустим, подготовили землю, посадили наши саженцы, с какой частотой поливать необходимо? Может быть, какую-то подкормку вносить? Поливать надо, ориентируясь на погоду. Естественно, если погода у нас в последнее время такая неустойчивая, бывает очень дождливое лето, бывает наоборот очень засушливое, вот как последние 2 года. Поэтому надо минимум неделю 1 раз, когда засуха стоит. Обильный полив, а не поливочная машина там проехалась и все. Это не полив. Он высыхает буквально за 2-3 часа в жаркую погоду. Мгм. Поэтому полив должен быть такой планомерный. В свое время в городе работал Зеленстрой сначала, а потом во времена Штырова Зеленград работал очень плодотворно. Вот насаждение рябины по Аюнской. Мы работали с Зеленградом вместе. Руководила Медянникова Галина Ивановна. У ней помощником был наш сотрудник Воронов.
Борис Георгиевич. И ботанический сад, в то время возглавляемый мною, работал с ними рука об руку. И вот хорошие посадки, то, что есть в городе Якутске, именно созданы в то время. Мгм. Помимо акации, еще в двух словах можете рассказать вот о других? Это, вы сказали, кизил Ага. и... Помимо акаций, да, растения вообще подразделяются на две основные группы. Это растения массовых насаждений, такие как акация, береза, черемуха, ну, могут применяться та же рябина, э, э, ель может, очень хорошо, оказывается, приживается. Тому есть примеры около, по Октябрьской, около монастыря над Зеленым лугом. Вот это растение такого, массовые растения, массового озеленения. И кроме этого, вторая группа – это растения элитного озеленения. Тут мы тоже им знаем, какие растения садить. У нас в Якутии, как ни странно это звучит, в прежних передачах мы показывали голубые ели, кедр может хорошо расти. Элитное озеленение, как правило, на бульварах, на площадях, возле представительских там зданий, возле детских учреждений создается. И там более такой богатый набор. Рябинокизильник очень хорошо растет. Мы сейчас пройдем и покажем, да? Ну, давайте покажем. Ага. А еще вот про черемуху. Вот здесь вот у вас, я смотрю, черемуха растет. Вот черемуха очень быстро растет тоже. У меня небольшая плантация, да, растений 100. В прошлом году это были семена, а сейчас они уже достигли 80 сантиметров. Видите, какие прекрасные растения черемухи. А как вы за ним ухаживали? Вот за этим Ну, своим во-первых, огородом? вовремя черемухи? поливаю. Так. И видите, они в чистоте растут. Мгм. Нет конкуренции со стороны сорняков. И вот поэтому они очень хорошо вырастают. А когда вот через какое время вот эта черемуха превратится в полноценное дерево, ну, в наших условиях? В наших условиях через 3-4 года вполне они достигают 2-2,5 метров. И уже Если за могут один год, давать в начале урожай? роста они вот выросли на 80 сантиметров, до осени они метровые будут уже. Мгм. Они продолжают рост. А урожай, допустим, когда можно собирать? Ну, я А, к тому, что На мы улицах не будем только... урожай, конечно, Ну, в конечно, городе да, но это Якутске касается собирать. именно садоводов. Урожай они плодоносят где-то более-менее обильно на 4-й год. На 4-й год только, да? Первые ягодки, более-менее такой ощутимый урожай ягод. Хорошее лекарственное растение. Скажите, Очень пожалуйста, полезно. любит ли вот эта вот черемуха именно, ну, какое место должно быть? Открытое или, может быть, где-то в тени? По поводу полива как? Это растение такое универсальное, и в тени хорошо растет, и на солнце. И на солнце. Но опять-таки не Теневыносливое, любит... и в то же время на открытом месте тоже Ну, прекрасно. засоленную почву, естественно, не любит, как и любое другое растение, да? В состав Засоленные растения, почвы... кроме солероса и других его таких соленовыносливых растений, все растения не любят. Соленый раствор – это гипертонический раствор, он не отдает влагу растениям, корневой системе. Получается, вы когда готовили почву, как вы ее подготовили? Точно так же, как для Точно акации? так же, как я рассказывал, 30% песка, до 30% перегноя и хороший чернозем. Мгм. Ну и, конечно же, провести профилактическую борьбу с Да. нашими, с За пыреем, лето с вот я свои мокрицей. посадки пропалываю, ну, раз 6, наверное. Раз Мгм. 6. Это кропотливая, долгая работа, но она Стоит того. воздается Мгм. результатами. Но к вам обращаются очень многие, видимо, и садоводы-любители, да, видимо, и организации. И, кстати, надо, дорогие друзья, отметить вот такую вот тенденцию. Сейчас наше гражданское общество достигло такого уровня, когда сами жильцы многоквартирных домов решают, что же посадить рядом со своим домом, какие клумбы разбить, какие растения посадить. А вот вопрос такой. Скажите, а
что вы скажете насчет шиповника и тополя? Насчет шиповника. Шиповник очень хорошо растет. Наш шиповник называется роза иглистая. И она в изобилии произрастает даже возле города Якутска. И она не краснокнижная. Ее можно изымать в природе. Ну, желательно, конечно, по газовой трассе, там, на просеках рекомендуется, конечно, не в лесу, а там разрешается весной и осенью, именно период посадок. И она приживается в городе Якутске очень хорошо, но она требует ухода. А уход какой? Надо удалять старые побеги. Если старые побеги не удаляют, растение теряет вид, шиповник. Ежегодно 2 раза надо старые побеги удалять. Тогда она красивая очень становится и украшает город. Ну и не только украшает, но и поглощает, видимо, Да-да-да. все Теле растений, они вредные вот вещества. выделяют кислород, уменьшают концентрацию вредных газов. Они на себя берут как бы удар. И, конечно, запыленность уменьшается. А тополь? Тополь у нас в Якутске в нескольких местах есть тополя, но там тополь берлинский, да, из ботанического сада. Его пробовали акклиматизировать, он приживается, но болеет в условиях Якутии. Все-таки само название говорит, что это европейское растение. А у нас вот в Алданском районе, в Алекминском, в Ленском районе свой тополь есть. Тополь душистый. Мы пройдем и посмотрим его. Давайте. У вас он здесь Он очень растет? хорошо растет, не болеет. Вот его надо привозить и применять. И для озеленения. И применять для озеленения не женские растения, которые дают пух. А пух это пожароопасность повышенная. Ну и помимо А этого еще и аллергия у людей. Надо выращивать и высаживать именно мужчин. Мгм. Они не дают такого пуха. Даже в мире растений существует вот такое вот гендерное неравенство. Оказывается, тополя нужно вот предпочтительнее выбирать все-таки мужские особи. Вот Ну сюда что, кизильник пойдемте? покажем, да? А, кизильник, да? Ага. Ну, давайте. Мгм. Про кизильник расскажите. Во всем мире применяются так называемые живые зеленые изгороди. Да. Зеленые заборы их называют. Мгм. Я вот подобрал, не я подобрал, в ботаническом саду в результате изучения, такой мировой коллекции растений, да, скажем так, конечно, из северных стран. Вот кизильник блестящий. Из него можно делать прекрасную зеленую изгородь. Именно не во всем городе надо, его в элитном озеленении, на площадях, на бульварах, возле детских учреждений, представительских зданий. Кизильник блестящий. И, кстати, я пропустил один момент по акации. Акация тоже применима, очень хорошо применима для зеленой изгороди. Из нее можно такую плотную зеленую изгородь сделать, которая насквозь будет не проглядываться, сплошная. Ее надо очень хорошо стричь и формировать зеленый забор. Ну, а вообще даже, в принципе, у кого проблема, как говорится, со стройматериалом, мы сейчас знаем, что у нас стройматериалы очень подорожали, но вот выход из положения, можно изгородь соорудить, вырастить своими руками живую изгородь из кизильника. Живая изгородь, она создается на желаемой высоте. Возле, допустим, на проспекте Ленина такая изгородь, на мой взгляд, с точки зрения ландшафтного дизайна, да, 1,5 метра. Не давать расти акации 1,5 метров. Ежегодно за лето раза 3 постригать надо. Квадратную форму придавать можно, овальную форму придавать можно. Это по желанию уже мэрии, наверное. Скажите, а допустим, у себя на садовом участке, если, допустим, вот акация, у меня растет несколько акаций, вот дайте, пожалуйста, советы. Наверняка я не единственная такая огородница, горе-огородница. У меня акация растет, но она ударилась в рост. То есть как бы вот
в чем проблема? Почему она не дает боковые какие-то побеги? Ну, смело надо постригать, какую высоту, именно ваше желание хозяина растений. 2 метра может быть, или 1,5 метра, или метр. И растение будет, пойдет. А на каком расстоянии, допустим, нужно посадить вот эту акацию, если я хочу соорудить живую изгородь? Живую Примерно- изгородь, хорошая живая изгородь на погонный метр, на метр погонный, да, высаживается 3 растения. Когда плотный такой древостой получается, и если постригать ее сверху и с боков очень хорошо, то он будет очень плотный такой. Действительно такой зеленый Забор, изгородь. забор. Забор забором получается. Прекрасно, чудесно. А какие еще растения вот вы бы посоветовали, ну, допустим, не только растения, но и цветы, например, для украшения нашего города? Для украшения нашего города Ну и не только города, наверное, но и применимы- наших участков садовых. применимы лилии. Вот в нашем ботаническом саду набор лилий тоже подобран. Во-первых, это очень хорошая лилия, она инорайонная, но сибирская такая лилия. Лилия тигровая. Вот эта вот лилия родом то ли с Иркутской области, то ли с Амурской области. А расшифруйте, пожалуйста, вот инорайонное вы говорите, это что это за понятие такое? Ну, Инорайонная это значит не из Якутии, может из смежных областей, да, а может быть там подальше. мгм. Из других Расскажите стран об тоже. этом красивом цветке. Это, ну, как бы на саранку похоже. Вот она и есть один из видов саранки, сарданы. У нас в Якутии растет ее близкий родственник, лилия кудреватая. Вы видите, вот лепестки от цветов, они загибаются. Поэтому наша лилия кудреватая, она сиренево-лилового цвета, да? А вот это вот она оранжевая. Тигровую ее назвали как бы по ошибке, кажется. Надо было назвать леопардовой, поскольку она в пятнах в черных. И она очень хорошо размножается. Вот видите, вот черные, да? Черные бульбочки. Это видоизмененные стебли, ветки, но из них вырастает новое растение. В обиходе народ их называет семенами. Они появляются на стеблях. На То есть стеблях. в какое время, У в какой основания период листьев. собирать нужно? Вот сейчас или когда? Ну, вот А. эти семена так Вот называемые. эти семена уже почернели, уже зрелые. Мгм. Их Ага. нужно собрать, Да-да. подсушить и на следующий год засеять. Да. А каким образом сеять? Прямо в грунт или, может быть, сначала в стаканчике, как все делают? Нет, рассадой. Можно их в таких питомниках, в школах, так называемых, вырастить до 3-летнего состояния, когда они зацветают, и весной переносить уже на постоянное место жительства. На городских клумбах, там, партерах. Ну, допустим, вот из этой коробочки, вот как вы вот показали сейчас семечко, Ага. допустим, мы собрали, на следующий год посадили где-то в какой-то емкости, они подросли до какого-то периода. В какое время их высаживать? В марте, в апреле, в мае? Вот, допустим, собрали, да, и тут же надо высаживать. Уже Осенью. высаживать? Прям осенью? Осенью. И то есть Вплоть до замерзания земли. всю зиму за А, ними ухаживать? Да. Мгм, Свежие растения, они быстрее прорастают и энергичнее. мгм. А То и есть- мы выигрываем во времени, получается. Получается, это растение многолетнее, да? А это растения многолетние. Они у меня уже здесь растут лет 30. Мгм. То есть они сами со своим Да. ходом, да, они роняют свои семена. Можно их размножать еще луковицами. Так. У них достаточно большие луковицы, вот такого вот размера, с чесночину. Их распускать на чешуйки, очень много, из большого количества чешуек состоит. И эти чешуйки тоже в рядки можно посеять как семена, и вырастают прекрасно, достаточно быстро. Хорошо размножаемое растение очень. Мгм. И то есть, а период цветения можете подсказать, чтобы наши садоводы, допустим, ну, не ландшафтные дизайнеры, естественно, Мгм. они это знают и, в общем-то,
с профессиональной точки зрения наверняка в курсе. А вот обычные садоводы-огородники, что вы им посоветуете вот для того, чтобы выращивать вот эти многолетники? То есть повозиться с ними Я достаточно... посоветую, да, вот касаемо лилий, большее разнообразие. Не только вот эта лилия тигровая, да, наша лилия пенсильванская, сардана, она рано в июне зацветает, а потом зацветают азиатские лилии. Они тоже разного белого, желтого цвета, такого коричневато, красновато-желтого, красивые такие лилии. Цветовая диаграмма очень большая. И потом вот лилия тигровая, она позже всех зацветает. Сейчас уже практически конец второй декады августа. И долго цветущая. Если влаги и питания хватает, то вот это растение в цветущем состоянии находится практически полмесяца. Получается как бы сад непрерывного цветения из одних лилий. Мгм. То есть это действительно настоящее украшение Настоящее, и находка для при садоводов. настоящем таком квалифицированном уходе наш город очень можно украсить. Мгм. Такими неприхотливыми растениями, как лилия, Вот да? обратите внимание, да? Тоже интересно, красиво так смотрится. Да. Ага. Это ирис. Но Мгм. ирис не наш, а южноякутский. Ирис щетинистый. Он очень быстро растет и придает какой-то такой колоритный вид восточный. Мгм. Какой-то японско-китайский. Хочется хайку и танка сочинять. Понятно, глядя на этот ирис. Глядя Но на эти вы уже растения. свои ханку, наверное, насочиняли, поскольку это растение у нас уже отцвело. Но, в общем-то, дорогие друзья, ну что, поблагодарим нашего замечательного спикера, замечательного нашего гостя нашей программы. Мы у него в гостях, хочу отметить. Большое огромное спасибо, Иннокентий Аполлонович. Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашем труде, очень нужном и необходимом. Ну и будем надеяться, что наш город будет утопать в зелени когда-то, в скором времени. Ну и, конечно же, всем огородникам желаем как-то вот применить те советы, которые мы услышали от нашего спикера, уважаемого, для созидательного такого труда на своей даче, чтобы ваши дачи были, садовые участки, утопали в зелени и были красивы, радовали вас, ну и ваших родных.